Прикольно, необычно выглядит. Унижает, мне кажется, безвыходно. Туристы заливаются смехом, коренные казанцы против такого декольте. В соцсетях сегодня бурно обсуждают женщину с пышной грудью и в татарском колфаке. Авторы пишут, продается в Казанском Кремле. В поисках мы обошли все лавки, но кроме традиционных кукол и татарских матрешек ничего не нашли. Администрация Кремля и в том числе мы, торгово-промышленный, следим за ассортиментом. Здесь не увидишь ни китайских изделий, не увидишь такого рода фигурок. Зато в километре на улице Кремлевская оголенные фигуры на магнитах и в виде статуэток. Ну, у нас не хватает немножко юмора в жизни, поэтому я думаю, что к этому отнестись надо как просто забавные фигурки, и не больше. Автора работ в магазине не назвали, а лишь удивились такому ажиотажу, ведь продают с 90-х годов. Тогда для туристов искали что-то с перчинкой. Пышногрудая в татарском колфаке с надписью «Казанская краса». Этот магнитик стоит не больше 200 рублей. У многих вызывает лишь смех. Однако другие считают, этот образ противоречит консервативным понятиям о татарской женщине. Пузико не торчит, юбочка длинненькая. Ну, грудь, наверное, это так модно теперь. Многие мужчины любят именно таких женщин, поэтому... Примеры есть, все, линии. У каждого костюма и даже татарского орнамента своя тысячелетняя история, говорят в Центре развития народных промыслов. И когда на рынке появляется очередное с татарскими мотивами, разводят руками. Контролировать эту сферу невозможно. Пошел бум, самый натуральный. Я сам выхожу на Бауна, вижу такие ужасные вещи, которые бегут на ура, потому что стоят 100 рублей, 150 рублей. В то же время рядом наши прекрасные изделия, которые, конечно, дороже. И это сочетание очень сильно выбивает. Поэтому это такая общероссийская проблема. И это, наверное, надо на законодательном уровне что-то принимать. Данный товар, он привлечет свою аудиторию. Правда, очень узкую. Примерно тех же людей, которые любят покупать шокирующие определенные вещи или футболки с провокативными надписями, но не более того. А чтобы взгляд не падал на пышный бюст, специалисты советуют выбирать сувениры в проверенных местах, где экспертиза и ручная работа. Очень тонкая дистанция между отражением национального колорита, развитием народных художественных промыслов и просто сувенирной отраслью. Да? И вот эту вот тонкую грань нужно, конечно, стараться соблюдать. На каждого покупателя, как говорится, найдется свой товар, как это было с матрешкой со свистком. Но все же такому национальному колориту, по мнению большинства, не место на туристическом маршруте Казани. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.